вот очень важная таблица. Я попрошу Хану, они вакеш мех леакри эта табла. Имя в шар. Чтобы было правильно, очень четкое произношение, Ханна вам прочтет. Я только два слова хочу сказать перед этим. Обратите внимание. Красным цветом даны числительные женского рода, синим цветом даны числительные мужского рода. Прошу обратить внимание на следующий нюанс. Что у числительных мужского рода характерное женское окончание. Я его делаю красным цветом. В то время как у женского рода чисто мужское окончание, да? Не «а» в конце. И обратите внимание еще на слово «два». Оно везде особенное. Когда мы читаем «ахат», «штаим», «шалош», «арба», то есть мы считаем 1, 2, 3, 4, но чтобы сказать «два мальчика», мы не говорим «шнаим еладим», мы говорим «шней еладим». Когда мы говорим две девочки, мы не говорим «штаим еладот», «штаим банот», мы говорим «штей банот». Это исключение, которое относится к двойке, парному числу. Бевакаша, Хана, мили маля лемат, это амуда решен. Слушайте внимательно, Хана читает вам. Ахат, эхад, штайм, шнай, штей, שני, שלוש, שלושה, ארבע, ארבעה, חמש, חמישה, שש, שישה, שבע, שבעה, שמונה, שמונה, תשע, תשעה, 10, 10. Да. Прошу обратить внимание, дорогие мои друзья, вот такие вещи, как семерка. Шева, шива. Не шева, а шива. Смотрите, теша, не тешеа, а тиша. Характерные ошибки, которые идут. Внимательно. Шева, шива, теша, тиша. Пожалуйста, посмотрите на вторую колонку. Во второй колонке я добавляю только то, что по-русски говорится «дцать». То есть, если я возьму 1 и добавлю к нему «дцать», то я получу 11. Если я хочу сказать 11, я говорю в женском роде «ахат эсре». Если я говорю в мужском роде «эхад асар». Обратите внимание. В мужском роде асар. Теперь тоже характерно, видите, пришлось даже отдельно выписать 12 немножечко по-другому. Не берется в точности, как здесь двойка «штаим эсре», а «штейм эсре». Не «шней эсре», «шнейм асар». Обратите внимание, это непросто. И все остальное. Пожалуйста, Хана, они вакеш мех ликро, פשוט 11-12, בסדר? מה שצריך לצאת בסופו של דבר. מ-11 עד 20. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Да. Спасибо большое, Хана. Это да, Балика. Эсрим, нахон, Эсрим. Посмотрите, третья колонка. Она очень простая. Вы говорите просто эсрим 20 и 1. Эсрим в эхад, эсрим в штаим. Если в женском роде эсрим в ахат, эсрим
в штаим, шнаим в мужском роде. Посмотрите, пожалуйста, есть разница в слове 23. Если говорите в женском роде, получается эсрим в шалош. Если вы говорите в мужском роде, эсрим у шлоша. Почему у шлоша? Потому что шлоша, смотрите, шва стоит под шин. У шлоша. Все остальное абсолютно стандартно. Эсрим в арба, эсрим в арба и так далее, и так далее. И эсрим у шмона, и эсрим у шмоны. И так, и так. Прошу обратить внимание на 20, 30, 40, 50, 60 и так далее. Очень просто. Добавляется к слову 3, 4, 5, 6 и так далее множественное число. То есть не эсер, а эсрим, не шалош, а шлошим. Я попрошу Хану прочитать всю эту колонку. Пожалуйста, бывакша, Хана. עשרים, שלושים, ארבעים, חמישים, שישים, שבעים, שמונים, תשעים. Отлично. Тодаба, Месуян. И теперь обратите внимание сотни. Тоже нужно обратить внимание. 100 это будет меа, но 200 это не будет штеймеа. Посмотрите. А здесь используется двойственное число матаим, как наалаим, как михнасаим и так далее, и так далее. Обратите внимание, матаим. Все остальные без всяких новостей, шлошмеот, арбамеот и так далее, и так далее. בבקשה חנה, מההתחלה. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Яфе, яфе. И последнее, друзья мои, от 1000 до десятка тысяч. Пока нам хватит, я думаю. Обратите внимание, снова выпадает двойка у нас. Если 1000 это элеф, то мы не говорим 2000 шней элеф. Мы говорим альпаим, снова парное число. Как михнасаим, наалаим, матаим, альпаим. 2. Все дальше очень просто. Шлошет алафим, арбат алафим. Посмотрите, здесь что интересно, здесь получается смехут, сопряженное состояние. Не шалош алафим, а шлошет алафим. Сравните, пожалуйста, с 300. Шлош меот. Пожалуйста, Хана. בבקשה, חנה, מההתחלה עד הסוף את העמוד. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 ו10,000. 10,000. Да. Заметьте, что в конце, как и в слове меот, множественное число от 3 сотни, 4 сотни, так и тысячи. 3000, 4000. Да? Неправильно сказать шалош меа. Неверно. Шлош меот. И неправильно сказать шалош элеф, что вы часто можете услышать там на базарах и на всяких. Да, это неправильно. Шлош тарафим. Друзья мои, вот это нам нужно обязательно выучить. Просто сесть и выучить. Это вещи, которые очень-очень часто употребляются. И грамотное, правильное название чисел – это просто ваша визитная карточка. Хотя вы можете там все, что угодно попридумывать, и вас поймут, и на пальцах показать, и сказать неправильно шалош элев, и шалош меа, и как хотите. Но это только лишь нам минус. Да? То есть мы должны знать очень хорошо эту таблицу. Причем таблицу, видите, я ее составил именно вот в таком параллельном совершенно. Не как столбики, где что и чего. А я вам показываю, как из числа единственного, какая происходит трансформация во втором десятке, в третьем и так далее десятках, в сотнях и в тысячах. То есть очень наглядная таблица. Ушла куча времени, признаюсь вам честно. Но не жалко, потому что стоит того.
Да. Вот, все, спасибо, друзья мои. В следующий раз мы займемся этим новым уроком. Всем до встречи, всем отличной недели, всем прекрасного вечера. До завтра ждем. Да, завтра на Зоар. Пожалуйста, ждем всех на Зоар. До свидания. Шавуа тов, шалом. Спасибо всем. Спасибо, до свидания.